В 12 домах в республике сейчас проводится капремонт в рамках госпрограммы. На реконструкцию потребуется почти 16 миллионов рублей. В многоэтажках Дегары, Беслана и в Моздокском районе в основном меняют кровлю. Об этом сегодня говорили на круглом столе в правительстве республики. По словам представителей регионального оператора, проводят и реконструкцию сетей водоснабжения, электропроводок, устанавливают счетчики. Все работы постоянно проверяют контролирующие ведомства. В ближайшее время, по словам специалистов, начнут работать и во Владикавказе в плане 16 домов. Но, как отмечают чиновники, по республике очень низкая собираемость платы за капремонт. В целом она равна 8%. Выделяется только Моздокский район. Там цифра достигает почти 70%. Очень много вопросов вызывает и формирование очереди. В список зачастую не попадают дома, которые нуждаются в срочном ремонте. Такие случаи рассматриваются в частном порядке. Специалисты жилищного надзора по заявлению граждан выезжают по адресам и проводят мониторинг. Промониторено уже более 300 многоквартирных домов. Из них по 8 домам уже ходатайство направлено, как я уже сказала, в Минстрой Республики и в правительство о включении домов на более ранний срок. 4 из этих домов при первой проведении актуализации были уже включены на 16-17 годы, а в последующем эта информация была буквально направлена не так давно, поэтому этот вопрос уже будет решаться, я так думаю, при последующей актуализации. Механизм капитального ремонта до сих пор до конца не продуман. В этом сходятся все специалисты. Сейчас обсуждается несколько поправок в федеральный закон. В частности, от выплат могут освободить новостройки и недавно отремонтированные дома. Кроме того, послабления могут коснуться и пенсионеров. Однако все это пока на уровне обсуждений. Специалисты подчеркивают, программа будет постоянно меняться в зависимости от поставленных задач. Одно неизменно, она уже запущена, и вносить деньги придется всем. Злостных неплательщиков могут даже привлекать к суду. Яна Гагиева, Самоскочиев, Осетия ТВ.